Добрый день, салям алейкум, дорогие друзья. Мы находимся в центре Приют, город Казань, улица Бурхана Шахиди. Сегодня я хочу вам рассказать, чем мы тут, собственно, занимаемся. Значит, центр Приют ведет три основных направления. Самое первое, это самое масштабное и самые у нас большие расходы, это по кормлению людей. Вот она точка, 300 порций еды в день мы готовим и раздаем. Вот она наша точка, окошко наше, 24 часа в сутки люди, которые нуждаются в еде, они могут сюда прийти. У них никто не попросит документы, никакие условия. Единственное условие, человек должен быть трезвым, потому что принцип такой: человек, который нашел на водку, значит на хлеб точно найдет. Вот получается, это наша небольшая кухня, бытовка, которую мы сделали под кухню. Сегодня у нас готовила Туган Аулым, это комплекс ресторанный. Сегодня у нас гречка, да? То есть вот кому надо, мы это все можем подогреть. Получается, в 10:00 первый этап мы привозим 150 порций, а потом уже в 14:00, ну стараемся, чтобы разное меню было, уже обед привозим 150 порций. Стоимость одного дня кормления, вот эти 300 порций, обходится нам примерно 8-11 тысяч в день рублей, в зависимости от меню. Ну, это в порциях получается, вот одна полноценная порция, это 30-35 рублей. То есть таких цен нигде, ни в одной столовой, наверное, нет. За чей счет мы кормим? В последнее время мы начали продавать наши дни. Если у нас 7 дней в неделю, то добро – это очень ценный товар, поэтому мы решили вот это добро продавать. И даем возможность вот общепитам, хозяинам ресторанов, кафешек и просто предпринимателям, которые неравнодушны к этой теме, мы обращаемся к ним, и вот Аллаха шикр, слава Всевышнему, у нас покупают эти дни. Получается, понедельник у нас куплен, все, каждый понедельник у нас кто-то оплачивает, вторник пока свободен. Это к вашему сведению, да. Среда у нас вот как раз сегодня Туган Аулым на себя, это ресторанный комплекс, взял на себя каждую среду. Четверг у нас АПМ РФ, Ассоциация предпринимателей мусульман Российской Федерации, они балуют пловом на Казани. И пятница у нас Добрые Казань, они молодцы, привозят первое и второе блюдо. Суббота пока свободно, также. А воскресенье кафе Медина. Каждое воскресенье они берут на себя. Вот если получается в неделю один раз, 4 раза в месяц, это 35-40 тысяч обходится им вот это участие, добро. Также дополнительные порции несколько раз в неделю нам привозят благотворительный фонд пищи жизни и кафе Азу. Кафе Азу, всем огромное спасибо. Следующий вопрос, дорогие друзья, кого мы здесь кормим, да? Приходят все нуждающиеся, особенно во время вот этой пандемии, самоизоляции режима. Много организаций пока закрылись, кафешки, и вот работники остались, кто-то без работы, кто-то без средств к существованию, поэтому люди приходят, они нуждаются в этой еде, поэтому мы радуемся, что можем им как-то помочь и помогаем. Конечно, есть желание в будущем купить, приобрести микроавтобус. Совместно с властями, с исполкомом города определить несколько точек и по графику, чтобы автобус ездил по городу в определенное время, кормил всех, потому что город большой, и всем, особенно вот зимой, когда люди нуждаются в теплой еде, горячей еде, особенно это актуально зимой, и Аллах берса, в будущем мы хотим этот автобус приобрести и запустить. Следующее наше направление – это прием, сортировка и раздача одежды. То есть люди приносят сюда старую, иногда ненужную одежду. Этой одежды у нас у всех много в шкафу, да. Вот честно сказать, иногда привозят прямо выглаженную, хорошую, добротную, в вешалках одежду, да, им огромное человеческое спасибо, но бывает, когда привозят просто хлам, который никто не будет одевать, и мы не знаем, куда это все деть, куда это все сдать, потому что нигде не принимают. И очень много времени, сил
отбирает у нас вот именно сортировка этой одежды и утилизация. Потому что нам приходится нанимать контейнера, выкидывать этот мусор. И очень огромная просьба не приносить вот этот хлам. Приносите то, что люди могут одевать. А здесь у нас начинается третье направление нашего приюта. Это предоставление ночлега. Но, сказать честно, это одно из сложных направлений, потому что когда человек оказывается на улице, оказывается бездомным, или он сам к нам идет, зная, что мы есть, что мы существуем, да, или же нам звонят, например, в каком-то доме, в каком-то подъезде, меж этажами живет дедушка, соседи его там кормят, бабушка живет, или где-то в лесу кто-то живет, да, умирает. Вот мы, бывает так, что нам привозят, сами забираем. Очень часто они не хотят к нам ехать, потому что не знают. Мы им говорим, что нам не нужны ваши деньги, не нужны ваши документы. Просто вот давайте с нами, мы вас накормим, оденем. И вот сюда мы их привозим. Получается, мы их отмываем. Это очень такой сложный момент, да. Некоторые там месяцами, годами не мылись, да. Наши волонтеры их отмывают, мы одеваем, у нас полностью все комплекты одежды есть, вы уже видели, и предоставляем вот временное место для ночлега. Здесь у нас получается 7 жилых бытовок, а в каждой бытовке до 6 коек. Вот получается 40 с лишним койко-мест. Есть у нас бытовки для мужчин, вот 2 бытовки для наших мадам, для женщин. Вы, наверное, спросите, кто здесь живет, да, кто сюда приходит, кого привозят. Вот я скажу честно, дорогие друзья, вот перед тем, как погрузиться вот в эти дела, да, я тоже так думал. Я заблуждался, что бездомным, как мы называем их бомжами, да, может оказаться только там, не знаю, пьяницы, тунеядцы, которые не хотят нормально жить. Да. Оказывается, есть разные люди. Да. У кого-то, например, возникли какие-то конфликты в семье. Все, проблемы с работой. Каждый может отступиться, каждый может споткнуться, да. Бывает, что мошенники обманули с квартирой, он просто оказался на улице и не знал, куда идти, вот пришел к нам, да. Бывает так, что родители пожилые, да, может быть сложный характер, да, они не смогли поладить с детьми. Дети остались в квартире, а они пришли сюда и сейчас обратно не хотят, да. То есть вот есть разные люди. Есть у нас такие, мы их как бы детками нашими называем, да, которые никогда не пили, никогда не курили. То есть вот есть, например, у нас дальнобойщик, дядя Серега, он отморозил конечности. Да, и работодателю он не нужен оказался, и семье, вот он у нас живет как бы не пьющий. И вообще у нас тут условие такое, что если кто-нибудь выпьет, все, мы его отсюда просто выгоняем, и они эти правила, жесткие правила знают. Поэтому каждый человек, не дай Всевышний, может оказаться в этом положении. И вот когда именно уже начинаешь общаться с ними, работать, это прекрасно понимаешь. Здесь у нас начинается отсюда досуг наших детишек. Вот, наверное, отдельную звездочку можно дать нашему гостиничному комплексу за эту баню. Вот она, бытовка. Как бы эту бытовку мы переделали под баню. У нас там печка, все есть. Ну вот как раз те, которые месяцами жили где-то на природе, да, и не мылись, вот наши волонтеры их просто буквально отмывают, как бы, и они прямо преобразовываются, выходят красивые уже в новых одеяниях, вот, поэтому, баня просто нас выручает. Дальше у нас вот огород, тоже добрые люди подарили кубовую емкость, потому что воды нет, про это я еще скажу, да. Теплицы, которые все ждали с нетерпением, потому что тоже они хотят чем-то заниматься, и огород есть, и дрова готовят сами, инструменты мы им покупаем, инструменты, у них и болгарка своя, и шуруповерты, и сварочный аппарат, они и забор сами делают, и много-много таких талантливых людей среди них, есть интеллигенция, учителя есть, был у нас с Челябинска инженер-электрончик, который мастером работал на заводе. Вот так получилось. Так получилось. Проблемы в семье, потом нежелание работать, нежелание жить. Очень много случаев, они
попытки суицида были. Да. Какие у нас проблемы? Сегодня нужно организовать системно парикмахерскую, потому что есть волонтеры, которые нам регулярно готовы помочь, бесплатно стричь людей. Также нужно помещение для медпункта. То есть, если у кого-то есть хорошие бытовки, вагончики, мы можем их принять в подарок, естественно. Также остро стоит вопрос водоснабжения и водоотведения, потому что нужна вода, это люди, они должны утром умываться, они должны ходить в нормальный туалет, то есть поэтому нужна вода, нужна канализация. Вот частные компании нам посчитали смету примерно 800 тысяч. 800 тысяч, то есть есть проект, есть уже тех условий мы получаем. То есть если есть желающие помочь, вот хотим одну хорошую бытовку сделать под туалет, санузлы, нужна прачечная, чтобы для смены белья. А в бытовках хотим все-таки систему наладить, чтобы как в хостелах белье меняли. То есть, должно быть по-людски, раз мы их принимаем. Если перейти на более глобальные вопросы, конечно, нужно оказание психологической помощи, потому что нужно людей реабилитировать, нужно накормить человека, да, одеть его, это намного проще. Но привести в его чувство, человек, который вчера хотел покончить с собой, сегодня оказался на улице, ему кажется, все его предали, да, вот этого человека вернуть в нормальное русло, тут уже нужны специалисты. Поэтому нам нужны специалисты, волонтеры, психологи нужны. Также нужно систематизировать оказание медицинской помощи. Очень много приходят больные люди. У многих документов нет. Они не могут попасть к врачу. Вот иногда просто элементарно терапевт должен осмотреть, иногда травматолог должен осмотреть. Вот это тоже хотим систематизировать. Поэтому, есть над чем работать. Поэтому я от чистого сердца выражаю огромную признательность, говорю, большое человеческое спасибо всем, кто поддерживает нас. Если есть желающие дальше поддерживать, конечно, мы им будем благодарны. Счета, карты банковские, все у нас есть. И, конечно, в конце хочу сказать, чтобы дай Бог нам всем, чтобы в старости быть в кругу наших близких, детей, внуков и не оказаться на улице преданными всеми и в одиночестве. Дай Бог вам всем здоровья и сян сау болыңыз.